Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Прием заявок на конкурсный отбор грантов главы республики на развитие гражданского общества на 2024 год начался в конце марта. Участники конкурса – социально ориентированные некоммерческие организации. Сам конкурс предоставляет гранты на реализацию социальных проектов по 16 направлениям. Как принять участие в конкурсе главы Якутии, мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Андрей Сосновский, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хочу вот о чем поговорить. Какие основные требования для участия? На самом деле требования максимально простые, и в этом году, наверное, конкурс особенный вдвойне, потому что мы даже упростили те требования, которые были в прошлом году. Естественно, надо быть некоммерческой организацией, в учредителях которых нет муниципальных образований, либо государственных. Также есть ряд своих особенностей. В этом плане не должно быть налоговой задолженности, превышающей 30 тысяч рублей. И об этом надо приложить справку. Также есть особенность о том, что не надо, быть иностранным агентом или лицом, которые в учредителях, у кого есть офшорные организации. Вот. Ну и на самом деле, конечно, самое главное, это то, что заявку подписывает лицо, либо руководитель некоммерческой организации, либо лицо, которое по доверенности уполномочен действовать от имени НКО. Ну вот мы вначале сказали, что 16 грантовых направлений. Что это за направления? 16 грантовых направлений, на самом деле, они еще скрывают за собой более 100 тематик. Вот. Но на самом деле мы всегда говорим, что каждая некоммерческая организация найдет что-то свое в этих 16 направлениях. Естественно, есть популярные направления, такие как проекты в области образования, культуры, молодежной политики, патриотического воспитания, которые всегда пользуются наибольшим спросом. Есть социально значимые направления, на которые тоже участники подают активно заявки, но, к сожалению, бывает, что не каждая некоммерческая организация возьмется работать в этом направлении. Например, деятельность организаций по ресоциализации наркопотребителей, по работе с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Естественно, конечно же, есть проекты, направленные на профилактику коррупционных правонарушений. И, конечно же, так как мы говорим про социальные проекты, всегда есть направление поддержка материнства, отцовства и детства, физической культуры, спорта, адаптивной физической культуры. Также у нас есть непосредственно направление, направленное на поддержку гражданского общества и самих ресурсных центров, ну и территориальных общественных самоуправлений. Мы прекрасно знаем, что в Якутии их очень много, и они также активно подают заявки. Вы вначале отметили, что для получения этих грантов, точнее для подачи заявки на гранты необходимо не быть иностранным агентом, необходимо не иметь задолженностей. Да. На что еще нужно обратить внимание при составлении заявки? На самом деле мы всегда говорим о том, что надо внимательно подходить к составлению заявки и заполнять все непосредственные пункты, которые есть на портале. Я повторю, что заявки принимаются у нас электронно на портале Гранты Якутия Клик. Вот. И там, конечно же, помимо устава организации, помимо заявки, которая автоматически у вас будет сформирована после того, как вы заполните все пункты, вы ее распечатаете, подпишете и приложите скан, собственно. Вот. А дополнительно, конечно же, надо будет по налоговой задолженности приложить справку, потому что в прошлом году у нас было требование, что обязательно отсутствие налоговой задолженности. В этом году мы сделали такой лимит 30 тысяч, но при этом из-за тайны налоговой некоммерческие организации, которые подают заявление, сами должны запрашивать эту справку. То есть они должны сами нам показать, что у них меньше 30 тысяч именно налоговая задолженность, если она есть. Потому что на самом деле было очень обидно, когда в прошлом году было подано 414 заявок, это рекорд, но из них 113 было отклонено только по налоговой задолженности. И были достойные, я не побоюсь этого слова, заявки, отклонены из 5-7 рублей недоимок по налогам. Я, конечно, понимаю, что там не было никакого злого умысла не платить, но закон есть закон, как говорится. В этом году мы такое разрешили, но из-за этого придется некоммерческим организациям самим запросить эту справку в налоговой. Андрей Александрович, а на какую сумму в целом можно запланировать бюджет проекта?
Как уже было сказано, что в целом у нас гранты главы проводятся на сумму более 102 миллионов рублей, но по каждому направлению есть лимиты. Если мы говорим про популярные направления, такие как молодежная политика, патриотическое воспитание, поддержка институтов гражданского общества, там более 10 миллионов. Есть, конечно, направления, где сумма около 5 миллионов. Это, например, и более. Это, например, поддержка коренных языков, проектов материнства, отцовства и детства. Вот. И также есть проекты с бюджетом миллион, например. Это, например, поддержка проектов, направленные на антикоррупционные правонарушения. Вот. Но на самом деле каждый лимит в каждом направлении — это есть предел. Мы всегда говорим, что если вы впервые участвуете или если вы новая, неопытная организация, любой вам федеральный эксперт скажет, что надо максимально каждую свою задачу соотносить с бюджетом проекта. Это важно. И в связи с этим, если вы делаете небольшой малый проект, то, в принципе, 300-500 тысяч — это то, в чем можно попробовать свои силы и успешно реализовать проект. То есть вы прекрасно понимаете, когда вы пишете проект, вы берете ответственность не только за деньги, за реализацию, но и за благополучателей. То есть вы обязаны то добро, то благо донести до конкретных людей. Вот. Поэтому с этой целью мы всегда говорим, что лимит по каждому направлению — это максимально, но призываем не жадничать. Ну, я насколько понимаю, любой желающий, тот, кто хочет подать заявку, он может получить консультацию или предэкспертизу по проекту. Где это можно сделать? Сейчас, например, у нас идет предэкспертиза проектов в ресурсных центрах. Контакты ресурсных центров также можно найти на портале «Гранты главы». Вот. Продлится с понедельника по понедельник. Вот. И также у нас сегодня и завтра сотрудники министерства ведут день открытых дверей, когда любой может прийти к нам на консультацию. Также у нас есть телефоны министерства, отдел по работе с некоммерческими организациями. Также контакты вы найдете на все том же портале, где есть вся информация. Вот. И можно спокойно позвонить. Мы работаем последнюю неделю, наверное, практически круглосуточно, плюс-минус, поэтому можно всегда обратиться. На самом деле хочется попросить наших дорогих слушателей, кто думает подавать, не тянуть и не подавать в последний день, потому что, как показывает практика федеральных конкурсов, нашего конкурса прошлогоднего, из 414 заявок 200 было подано в последний день, ну, половина почти. Хочется, чтобы вы были лучше, пунктуальнее, и на самом деле, ну, сами понимаете, сайты тоже люди, если даже федеральные сайты, бывает, ломаются, зависают, то давайте сохраним техническую поддержку и свою нервную систему и будем подаваться хотя бы за 2 дня до конца приема заявок. Вот что касается приема заявок, точнее подачи заявки, так сказать, в последний вагон, ваша коллега Надежда Махначевская несколько недель ранее рассказывала, что тоже часть проектов была по этой же причине отклонена, насколько я понимаю. Да, на самом деле, не то что отклонена, к нам обращались люди за консультацией. Когда я говорю, что мы работаем в последнее время чуть ли не 24 часа, это не шутка. Обращались люди, если заявки принимаются до 23:30, в 22:00 с советами по тому, как подать заявку. То есть за 1,5 часа до приема. И, конечно же, ровно портал закрывается. За это отвечает РЦИТ, техническая поддержка портала. И потом уже, если даже вы успеете закинуть, то после этого времени все заявки уже отсекаются. Ну и, конечно же, у нас были те люди, которые потом подходили и говорили: а вот, типа, ну как бы у меня было 10 минут, а там портал подвисал, и я не успел там загрузить документы. Ну, как бы... Я, конечно, понимаю, что тот, кто не рискует, тот не пьет шампанское, но иногда кто рискует, тот потом вообще уже ничего не пьет. Ну, тут говорится, как дело лучше не откладывать в долгий Да, ящик и да. не торопиться никуда. Андрей Александрович, кто определяет победителя? Мы на самом деле всегда гордимся этим процессом. Мы обучаем наших экспертов. Экспертов у нас утверждает не министерство, а независимая коррекционная комиссия.
Как и в прошлом году, у нас 45 экспертов. С прошлого года мы впервые им начали платить, то есть это не общественный труд, это теперь уже оплачиваемая работа, в чем очень сильно, конечно, повысилась их профессионализм, ответственное отношение к делу, более глубокая стала оценка, за что им отдельно, конечно, большая благодарность. Мы обучаем экспертов. В этом году они уже прошли обучение. В персонале мы держим в секрете, конечно же. Скажу, что состав, он частично состоит из общественников, частично из государственных служащих и частично, естественно, из представителей образовательной сферы и университетского сообщества. Вот. В целом, каждому эксперту попадает где-то 13-17 проектов на оценку. И в целом вот ваша оценка — это средневзвешенная оценка от 2 экспертов. 2 эксперта оценивают один проект, и если один ставит там 70, второй 78, то 74 вы в итоге и получите. Вот. Опять же, за их оценкой наблюдает федеральный наставник, куратор, с которым они обращаются по проблемным вопросам. Также этот куратор сигнализирует нам, если у кого-то из экспертов, по его мнению, завышенные или заниженные баллы, чтобы мы это вынесли на коррекционную комиссию. То есть мы с экспертами не взаимодействуем, все осуществляется через федерального наставника, который является также экспертом федеральных грантовых конкурсов. Ну и мы всегда говорим, что на самом деле гранты главы — это такая прекрасная возможность попробовать свои силы, подать заявку именно на малый проект, потому что, я все-таки общаюсь с экспертами во время обучения в неформальной обстановке, и они говорят, что они очень сильно, им нравится и поддерживают, когда подают проекты с небольших сел в Якутии, пусть даже на маленькую там сумму 150-200 тысяч, но они видят, что людям это надо, во-первых, а во-вторых, что, скорее всего, на федеральные грантовые конкурсы этот проект покажется им слишком незначительным, и его не поддержит. А вот на наш проект, он, грантовый конкурс, как раз прекрасно может себя зарекомендовать. Ну вот смотрите, выиграть грант — одно дело, главное же еще его реализовать и грамотно отчитаться, как ведется сопровождение победителей. На самом деле мы проводим эту работу систематически. Вот сейчас, также пользуясь возможностью, хочу напомнить, что победителям грантов главы, кто не продлевал сроки, кто заключил соглашение в июне, у них в июле этого года уже заканчивается срок предоставления отчетности, потому что грант дается, как правило, на 1 год плюс 1 месяц на предоставление отчетности. Вот. Министерство осуществляет систематическую работу по поддержке. Опять же, можете к нам звонить, обращаться, записываться на прием. Самое главное в этом тут принцип предупредить о наступлении тех или иных последствий, а не говорить, когда последствия уже наступили. То есть лучше заранее просигнализировать, сказать: помогите мне, у меня вот такой проблемный вопрос, там, не знаю, мне надо освещение. Вы можете обратиться к нам, мы прекрасно разместим информацию о вашем проекте на всех информационных имеющихся ресурсах у нас. Вот. Либо помещение надо, либо еще что-то. Самое главное — сигнализировать до наступления тех или иных последствий, а не когда они уже наступили. И, конечно же, мы выражаем благодарность нашим ресурсным центрам. У нас есть замечательные ресурсные центры, общереспубликанские, АКФА, например, межмуниципальный ресурсный центр, НКО Якутии, которые прекрасно работают со всеми грантополучателями со всех районов Якутии. Андрей Александрович, ну что ж, желаем всем участникам и тем, кто желает только принять участие, безусловно, только победы. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.